Огневая подготовка, метание гранат и основы полевой медицины. В Нювчиме провели военно-полевые сборы для тех, кто хочет вспомнить все, чему учили в армии. Впрочем, учитывая неспокойную обстановку в мире, в строю было много и тех, кто не служил срочку, но при этом готов приобрести боевые навыки. Мой коллега Павел Королев тоже научился бросать гранату. Участники военно-полевого сбора твердо уверены, сегодняшние занятия – это не просто игра в войнушку. Учитывая последние события, подобные навыки становятся жизненно важными. И хорошо, если они никогда не пригодятся, но лучше быть готовым ко всему. Видя и понимая внешние угрозы, осознавая свое состояние неготовности, как в физическом плане, так и в специальном плане, да, то есть пришло понимание о том, что необходимо заниматься самому и через себя, может быть, нести своим родным, близким информацию о том, что пора укрепляться. В строю участники с разным уровнем подготовки, поэтому все навыки ведения боя дают с нуля, причем опытные инструкторы, прошедшие горячие точки. Мы, как ветераны боевых действий, мы прошли через боевые испытания, в свою очередь выполнили свой служебный долг. И ребята, мы должны передать им свои навыки, свои умения. И вот эти вот военно-полевые сборы, они еще раз подчеркивают в том, что нам необходимо быть готовыми дать отпор любому противнику. До упора и отпускаем, без сопровождения затворной рамы, чтобы не было вот такого раз и так же вниз. Это неправильно, это будет утыкание, поэтому подняли, отпустили. Оружие ошибок не прощает, отмечают на занятиях инструкторы. Ведь в неумелых руках автомат может больше навредить стрелку, чем врагу. Поэтому ствол смотрит только в 3 направлениях – вниз, вверх, либо на противника. И пускай сегодняшние сборы – это только учения, даже здесь приходится быть начеку. Сирия! Сирия! На локтях, на коленках, подъем, левой ножкой вперед выстрелила. Контроль. Гранаты, к слову, на полигоне хоть и учебные, но осколки от них разлетаются на 7 метров и бьют довольно больно. Поэтому после броска гранаты нужно обязательно залечь. Я, конечно, в армии служил, но бросать гранаты там все-таки не довелось. Но, как говорится, никогда не поздно начать. К слову, многие из тех, кто прошел такие сборы, уже сейчас находятся на Украине. И приобрести боевые навыки будет не лишним и служившим в армии, учитывая, что нередко срочники ведят оружие только на присяге. Многие, которые у нас уже позанимались, кто-то сейчас на Украине, да, кто-то уже вернулся, ветераны, очень много ветеранов боевых действий, то есть и с довольно-таки хорошим опытом. Поэтому, я думаю, тот уровень подготовки, который дается вот на данный момент вот в этих вот мероприятиях, мобилизационный резерв, он достаточен для, можно сказать, такой хорошей работы в плане пехоты. И далеко за примером идти не надо. Так, сын ухтинца Максима Хлобыстова один из первых был призван по частичной мобилизации. В первых рядах ушел, мобилизировался. Сейчас под Питером проходит учеба. Они стреляют, занимаются на полосе препятствий. Десантные войска у него за плечами, плюс проводил военно-полевые сборы в Ухте. То есть это для него не ново. Там чувствует себя на своем месте. Ему дали отделение, он им командует и работает сейчас на слаживании. Такие военно-полевые сборы в республике проводят не первый год. И по словам организаторов, все больше желающих хотят научиться крепко держать в руках оружие. А вместе с тем крепнет и национальная безопасность нашей страны. Павел Королев, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.